Всем добрый день, с вами Зада. Сегодня будем готовить рассольник. Мясо надо хорошенечко промыть, залить холодной водой и поставить на огонь. Как только закипит, надо снять пену, убавить огонь и немного посолить. И пусть мясо варится до готовности 2–2,5 часа. Теперь займемся перловкой. Ее надо хорошенечко промыть, залить холодной водой и поставить на огонь. Вода должна прикрывать на 2 пальца выше крупу. Как только закипит, немного посолить по вкусу и убавить огонь. Перловка прекрасно сварится и без замачивания. Дальше приступим к зажарке. Подготовим овощи. Лук нарезать мелкими кубиками. Морковь и соленые огурцы пропустить через крупную сторону терки. А картофель нарезать небольшими кубиками. В сковородку налить немного подсолнечного масла. И начинаем жарить лук до мягкости. Огонь должен быть чуть выше среднего, чтобы овощи наши при жарке не подгорели. Затем добавляем морковь, щепоточку соли добавим и жарим до мягкости моркови. Затем добавляем томатную пасту и жарим до готовности томатной пасты. Смотрите, томатная паста должна хорошенечко прожариться, для того, чтобы исчез кислый вкус томата. Прям хорошенечко обжарили. И после этого мы добавляем соленые огурцы. Соленые огурцы нам не надо долго жарить. Мы огурчики просто перемешаем и зальем бульоном. Убавим еще меньше огонь, ниже среднего, и будем тушить до готовности. Как только мясо сварится, мы его снимаем, отделяем от кости и нарезаем на небольшие кубики. Дальше бульон надо будет процедить. Как только закипит бульон, ложим картофель. Картофель варим 2–3 минуты. Затем ложим туда уже нарезанное мясо и зажарку нашу готовую. Пробуем на вкус. Если соли мало, значит добавляем любимые специи, лавровый лист и соли немного. Затем наливаем рассол от соленых огурчиков. У меня свои соленые огурцы, и поэтому я добавила достаточно рассола. Но если у вас покупные огурцы вдруг не оказалось дома, домашних огурчиков, то смотрите на вкус, не переборщите. Дальше добавляем чеснок через пресс пропущенный, перловочку нашу уже готовую и доводим до кипения. Как только закипит, все, наш рассольник готов. Снимаем с огня и настаиваем минут 10–15 до подачи. Я своим родным готовлю так. Попробуйте и вы. Это действительно вкусный, наваристый и сытный суп. Конечно, у каждой хозяюшки свой рецепт приготовления, но буду рада, если вы приготовите по моему рецепту и поделитесь впечатлениями в комментариях. Приятного аппетита!